Потепление может быть чревато гололедом, он же в свою очередь становится частой причиной различных травм. И в республиканской больнице номер 2 предложили, как можно увеличить пропускную способность травмпункта. На прошедшей коллегии Министерства здравоохранения региона предложили создать в столице травматологическую службу. Что это даст здравоохранению и его столице, и почему медики подняли этот вопрос на уровне министерства, расскажет Дмитрий Тымыров. Ежегодно столичные травматологи регистрируют десятки тысяч травм различной степени тяжести, многими из которых требуется хирургическое вмешательство. 2000 же года мы начали регистрировать все обращения пациентов. Создали регистр заболеваний крупных суставов, которым необходимо сделать эндопротезирование. И на сегодня у нас записано в этом регистре более 4000 человек. А 2000 года мы уже прооперировали порядка где-то около 2800, не 200, 2800 пациентов. Ортопеды, травматологи почти каждый год регистрируют около 400-500 человек с проблемами ортопедического характера. В последнее время у нас в основном 500 человек обращается в год, и из них мы оперируем. В год у нас наше отделение в этом году прооперировали где-то около 250 операций эндопротезирования. Это включает тазобедренные и коленные суставы по государственной программе, по программе обязательного медицинского страхования. Да? Но этого мало. Сегодня те, кому оказали хирургическое вмешательство после операции, в основном лечатся амбулаторно, получая только рекомендации от врачей. Чтобы решить в корне эту систему и увеличить поток пациентов, республиканская больница номер 2 предложила создать травмоцентр в столице республики, объединив травматологический пункт с амбулаторно-травматологическим отделением республиканской больницы номер 2. Мы конкретно ставим вопрос организации реабилитационного этапа лечения. Тут стоят две задачи. Это ранняя выписка пациентов. И если будет решен этот вопрос с созданием реабилитационного центра, то у нас увеличится оборот. Это даст пациентам необходимую консультативную помощь и возможность быстрой реабилитации граждан после хирургического вмешательства. Идею создания такого центра поддерживает и в Министерстве здравоохранения. Как бы мы ни говорили, что мы боремся со смертностью сердечно-сосудистых онкологических заболеваний, наиболее самая высокая очередность у нас все-таки это по ортопедии, это замена суставов различной локализации. И, наверное, назрел вопрос решать эту проблему уже в комплексе на территории республики. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.